Уфимский парашютист готовится поставить мировой рекорд. В свои 64 года Александр Лынник вместе с двумя другими летчиками заканчивает подготовку к прыжку из стратосферы на Северный полюс. В начале апреля экипажу предстоит совершить приземление с высоты 10 километров при температуре минус 55 градусов. Летчик решил приурочить прыжок сразу к нескольким событиям: к предстоящему юбилею Уфы, 120-летию со дня рождения летчика Валерия Чкалова и ко дню космонавтики. За подготовкой парашютиста следила Полина Затолокина. Самочувствие отличное. Продолжаем тренировку. Это не расслабленная разминка на степере, а интервальная гипоксическая тренировка. Обычным пациентам полагается использовать такой аппарат сидя, чтобы активизировать иммунную систему или снизить давление. Но для Александра Лынника это один из способов подготовиться к прыжку с парашютом. Мы с Александром используем более усиленную подготовку, и используется самая сложная программа подготовки, это 4-я программа, плюс она используется в двойном размере, и время от времени Александр использует физическую нагрузку. То есть это уже приближено к тем процедурам, которые проходят в Центре подготовки полетов. Это будет не рядовой прыжок. Вместе с космонавтом Михаилом Корниенко и руководителем стратонавтики Денисом Ефремовым Александр планирует поставить мировой рекорд. Парашютистам предстоит приземлиться на Северном полюсе после полета из стратосферы. Подготовка включала в себя несколько этапов: испытания низкими температурами, посещение барокамеры и ежедневные физические тренировки. Этот прыжок, он как бы является отчасти испытательным, потому что мы впервые испытаем в реальных условиях, в условиях низких температур и низкого давления атмосферного, наше снаряжение, кислородное оборудование, и как организм может ко всему этому приспособиться. Свой цикл тренировок Александр уже завершил. Теперь важно перепроверить снаряжение и подготовить спасателей. Ведь при приземлении парашютисты рискуют наткнуться на медведей, обломки льда или просто утонуть. Но опасности летчики не боятся. Их цель не только реализовать амбиции, но и продолжить время первых в российской авиации. Вылет экипажа из Мурманска на Северный полюс запланирован на 2 апреля. Полина Затолокина, Булат Садриев и Руслан Галямов. Новости Уфа.